Всем привет! Мы находимся в штабе татар. Сейчас мы погуляем и поинтересуемся, чем живут, интересуются наши участники и гости. Альмир. Ага. Как давно вы в штабе татар? Первый раз. Первый? Да. Я тоже. Приятно познакомиться. Чем ты занимаешься? Занимаюсь в плане спорта или в плане бизнеса? Бизнесу тогда? Да. Занимаюсь продажами айфонов, Apple там. То есть ты продаешь вот эти вот каких-то телеграм-каналах, Да, вот да. это все, да? Ну, типа такого, да. Давно ты занимаешься? Ну, уже года полтора, наверное. Мы вот в штабе татар тут озадачились тем, что у нас, оказывается, не так много людей знает татарский язык. Ты знаешь? Мин бик тайбат билем. Бигайбет. Татарша билем. Балакидан устым, татарша сүйләшеп. А вот на татарском сразу лучше разговаривает. Вот. Уже видно, что свой родной язык. А откуда ты? Город Туймазы, Республика Башкортостан. А ты давно в Москве живешь? В Москве с 15-го года. Мин штаб татарна тілейм. Мында, чтобы кешеләр җыелсыннар, барысы да кешеләр, чтобы более сплоченныйрак булсыннар, гел бергә булсыннар, поддерживайтсыннар бер-берсен. Вот, шулай. Минем күңелем шулай ята. Здравствуйте, меня зовут Джамиля. Приятно познакомиться, Джамиля. Сколько тебе лет? Мне 18. 18 лет. Ты, наверное, еще учишься, правильно? Куда будешь поступать? Я уже поступила в ГУ и на первом курсе там учусь сейчас. Как давно ты приходишь к нам в штаб татар? Сегодня мой первый раз. Как тебе понравилось? Шикарно, очень домашняя атмосфера, прям очень приятные люди. Все очень понравилось. Можешь ли ты что-нибудь о себе рассказать? Да, я занималась в художественной школе, умею рисовать, а также люблю играть на гитаре. Это мое хобби, так сказать. Интересный факт о штабе татар и кинематографе. Роберт Гараев написал книгу «Слово пацана», и по ней снимался сериал. Ты знал об этом? Нет, я об этом не знала. Если бы я об этом знала, я бы обязательно сюда пришла. Да, я думаю, что он нас еще посетит, и мы еще успеем с ним познакомиться. Что ты можешь сказать об этом сериале? Сериал мне очень понравился, несмотря на то, что там показана жизнь 80-х, по большей части узнается некая другая сторона жизни обычных людей. Вот, поэтому это очень интересно, и о многом, что показано в сериале, не скажут родители, не расскажет никто о криминальной стороне, так сказать. Можешь ли ты что-нибудь пожелать нашему штабу? Да, я желаю, чтобы больше людей узнало об этом прекрасном месте, чтобы больше татар посещало его, потому что это место семьи, место силы. И мне очень бы хотелось, чтобы оно процветало дальше. Меня зовут Ильнур Сибгатуллин. Я учусь на 4-м курсе в Московском гуманитарном экономическом университете на менеджмент. А я тоже там училась. Да? Как хорошо. Это прекрасно. А как давно вы живете в Москве? В Москве я живу 5-й год. Мне здесь очень нравится. Да. Прекрасно, хорошо. А в штабе татар как давно? В штабе татар 3-й раз. Здесь все хорошо. Очень спасибо всем. Рустам Абы. Все ставьте лайки. Делитесь этим видео. Обязательно комментируйте. Это помогает продвижению видео. Как хорошо ты знаешь татарский язык? Татар телен яхшы беләм, как раз менә хәзер килдем татар теленең курсларыннан. Безнең татарский культурный центрда бесплатные курсы проходят. Альбина Валиева, лайки. Подписывайтесь, приходите, учите татар телен сакларга кирәк, татар телендә сөйләшергә кирәк. Милләтебезне саклап калыр өчен шулай шундый җирләр матур, яхшы килешкән. Һәммәгә рәхмәт. Слушай, а можешь ты рассказать какой-нибудь интересный факт о себе? Я работал в Афганистане целый год с талибами, с маджахедами рядом. Ну и мы там строили железную дорогу. Ну, это было такой запоминающийся год. Интересно. Меня зовут Румель. Приятно познакомиться, Румиль. Сколько тебе лет? Игорь Медурт. Живешь в Москве давно? 3-й год. А в штабе татар давно? 2-й раз. Что тебе здесь больше всего нравится? Комьюнити. То есть это, беренчедән татарча сөйләшеп була монда. Ишетеп була татар сөйләшүен. Икенчедән сөйләшергә бик акыллы, кызыклы кешеләр бар. Һәм
татар яшьләре җыелышуы, наверное, в этом. Мы тут расспрашиваем какой-то интересный факт о людях, которые состоят в штате. Что ты можешь рассказать о себе? Минем язылган татар шигырьләрне публиковали в Казанской книге. Похвально. Это действительно круто, очень круто. Как тебя зовут? Меня зовут Эльвина. Эльвина, какое прекрасное имя. Ты давно в штабе? Я в штабе первый раз. И как тебе впечатление? Очень приятное. На самом деле, я живу 5 лет в Москве и чувствую, что мне не хватает своих родных корней. И я не так давно узнала об этом месте и вообще не пожалела, что пришла. Теперь я буду здесь каждую встречу. Где ты учишься? Я уже закончила учиться. Я закончила журналистику в Московском гуманитарно-экономическом университете. Защитила диплом вот летом 23 года. Еще придешь в штаб? Обязательно. Я думаю, я здесь буду теперь завсегдатой. Какой посыл можешь дать молодежи? Я бы сказала так, особенно татарской молодежи, поддерживайте связь со своими корнями, обязательно изучайте татарский язык и развивайте культурный код в дизайне, в кинематографе, в писательстве. Неважно, чем бы вы ни занимались, вы можете интегрировать свою татарскую культуру и популяризировать. Вот, это мой единственный. Рахмат. Хожу я сюда уже с первого курса, сейчас учусь на втором курсе. Здесь есть очень популярный персонаж Камиль Аглиев. Наверное, вы уже у него интервью брали. Вот, это мой одноклассник, и мы все вместе об этом узнали и начали сюда ходить. Расскажи, пожалуйста, откуда ты приехал или ты здесь из Москвы? Я сам из Альметьевска и приехал сюда учиться. Учусь на втором курсе в Ранхиксе. Молодец. А на кого? Экономист. Что тебе больше всего нравится в нашем штабе? Если быть честным, то очень вкусная еда, которую здесь кормят. Я прихожу сюда только ради еды. Ну, почти. И поговорить со своими друзьями, и познакомиться, возможно, с кем-нибудь. Артур, вы учитесь, работаете? Учусь и работаю. Учусь я пока что в Екатеринбурге, но планирую сюда перебираться. Как вы оказались в штабе татар? Специально себе облепляю связями татарскими. Может, и тут кто-нибудь мне посоветует. Там специальность, университет хороший. Правильно делаешь. И сразу среди своих, так и нужно. Ты хорошо разговариваешь на татарском языке? Нет, говорить я не могу, но если там услышу, что кто-то что-то говорит, я могу понять. Там, не полностью, но примерно так же, как на английском большинство людей. Очень понимаю, на самом деле. Хорошо, мы тут расспрашиваем о наших людях какие-то интересные факты. Можешь ли ты что-нибудь о себе рассказать? Ну, тут я так вижу очень много открытых людей, потому что постоянные разговоры без остановок. Вот так вот ты ко мне подошла, спокойно берешь интервью, я тебе спокойно даю. Тут все открытые люди, гостеприимные, душа у всех открытая. Да, это действительно это очень круто. А что тебе еще нравится здесь? Обстановка нравится, да люди сюда же за людьми приходят в основном за общением. Общение тут классное. Динара, как часто вы ходите в штаб татар? Я вообще здесь первый раз, но мне очень понравилась обстановка, атмосфера, и я поняла, что я буду ходить регулярно сюда. Здорово. Вот что тебе больше всего понравилось у нас? Это домашняя атмосфера. Я пришла, я как будто уже всех знаю, вот домашний уют такой, прям очень мило, все позитивные люди. Что ты можешь рассказать интересного о себе? Я еще школьница, я вот учусь в 11 классе, я тут самая младшая, вот. Очень люблю танцевать, вот. А каждое лето езжу в деревню к бабушке с дедушкой, вот. А что ты любишь танцевать? Разными стилями танцами занимаюсь, но больше всего я, наверное, люблю восточные танцы, да. Мое имя Наиль, я человек из Ульяновска. Ты учишься, работаешь? Я учусь и подрабатываю в доставке. Ага. А учишься где? Университет «Синергия». У меня факультет игровой индустрии, киберспорта и менеджмент. Как давно ты ходишь к нам в штаб? И что тебе здесь больше всего нравится? В штаб я пришел впервые в 2021 году, в сентябре. Мне нравится общение, что это единственное место в Москве, в которое я могу прийти и найти здесь какое-то социальное взаимодействие с людьми. Мы расспрашиваем наших людей о том, чем они занимаются, и есть ли у них какие-то интересные хобби. У тебя есть что-то подобное? Я учусь композиторству. Я учусь сочинять музыку оркестровую и электронно-танцевальную, и учусь играть на фортепиано. А еще я могу научить кататься на моноколесе. Аделина, сколько тебе лет? Мне 20.
20. Отлично. Аделина, ты учишься, работаешь? Я учусь в психолого-педагогическом университете на факультете социальной психологии. Очень круто. Как давно ты ходишь в штаб татар? Я начала ходить, получается, с этого года, с 2024. И здесь я сегодня 3-й раз. Что тебя зацепило здесь? Почему здесь тебе нравится? Потому что здесь чувствуешь сплоченность, вкусно кушаешь. Еще здесь люди, с которыми мне понравилось очень сильно общаться. Мы как-то сблизились именно здесь. И штаб — это какое-то место, куда можешь прийти, поболтать, о чем прошла неделя, поболтать, поиграть. Можешь сказать какой-то о себе интересный факт или какое-то интересное хобби у тебя есть? Я провожу социально-психологические тренинги. Вот, работала наставником в проекте про героев. Вот, для детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Вот, это, наверное, что-то прямо из такого интересного. А ты можешь поподробнее рассказать про благотворительность, которой ты занималась? Занимаюсь волонтерством уже больше 1,5 лет. Вот, и, соответственно, сегодня у нас была небольшая лекция от представителя благотворительного фонда, и я заинтересовалась этой идеей попробовать поработать с детьми, которые находятся на лечении. И я взяла контакты, поэтому надеюсь, что у нас формируется вот в штабе какой-то комьюнити, которое бы выезжало иногда в больницу, проводило какие-то мероприятия для детей. Вот. И, наверное, не только из медицинских сотрудников, студентов, которые учатся в медицинских университетах, но и из педагогических, психолого-педагогических, вот, и около таких профессий. Вот. Всем привет, меня зовут Салим, я из города Уфы. Как давно ты ходишь в штаб татар? Это мой 2-й раз. А, 2-й раз. Хорошо, ты здесь 2-й раз. Что тебе больше всего здесь понравилось? Люди, еда и, конечно же, вот эта атмосфера родного дома, она тут присутствует. Вот поэтому я сюда и хожу. А тебя сюда кто-то привел или ты самостоятельно узнал об этом месте? Я узнал от председателя землячества моего университета из МГУА. Привет, Лейсан. Вот, она меня познакомила с этим. Я сходил с ними в прошлый раз. Это была позапрошлая встреча. И сейчас я пришел уже самостоятельно. Вот. Что ты можешь рассказать о себе? Мне нравится юриспруденция, также я люблю очень смотреть и анализировать хоккей. Я бы сказал, что просто хорошее времяпрепровождение. А что ты можешь рассказать о нефтехимиках? В последнее время команда демонстрирует отличный хоккей. Конечно, в прошлом матче с Трактором им не хватило еще чуть-чуть, но если они также будут играть, то они попадут в плей-офф, это 100%. Поэтому я желаю удачи им. Я, как все-таки болельщик Салават Юлаева, хочу, чтобы выходили татарские, башкирские команды, поэтому нефтехимику действительно желаю удачи в этих непростых играх в конце регулярного чемпионата. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и приходите к нам в гости. Yanar inde, sol dumanlar